Всего в республике поставлено на учет 175 объектов, подпадающих под федеральный государственный экологический надзор. Степень износа большинства из них 80%. Более половины из общего объема канализационных вод не проходит очистку должным образом. Махмуд Али Калиматов отметил, что для ремонта сетей требуются немалые средства. И именно этот фактор, считает он, не позволяет одномоментно решить существующие трудности. Власти уже подготовили проект по развитию водоочистной и канализационной инфраструктуры для включения в одну из федеральных программ. Каждый руководитель населенного пункта совместно со старейшинами и уважаемыми жителями должен проводить регулярный обход домовладений, общаться с людьми, проводить профилактические беседы, подчеркнул в своем выступлении руководитель субъекта. Вот все стройки и дома вводились в эксплуатацию, вводились те или иные объекты. Никто не задумывался об очистных сооружениях, о домовладельцах частных. Тут уже только вызывать к совести и главам районов. Это должно быть. Чуть ли подворно не ходить. И надо бы ходить. Спасти, чтобы здравый человек в уме, он в здравом уме, он не может взять и направить в речку, водоем частного своего участка какие-то отходы. Загрязненность водоемов. Ни один водоем, ни в речку войти нельзя. Вы понимаете, что настолько загрязнено все? Там вся таблица Менделеева. А мы же строим. Люди строят. Все сточные воды, все эти отходы, они в грунт уходят. Мы-то будем стараться сейчас как-то эту ситуацию правительством продвигать, параллельно и воду решать, и водоотведение. Мы будем заниматься. Но сегодня контрольно-надзорные органы, главы районов, особенно в сельских поселениях, вашей же администрации, надо что-то делать уже. Сейчас весна пойдет, сейчас осадки начнутся, и это все ведь в водоемы пойдет. Сегодня главам, имейте в виду, вдоль дороги, вдоль водоемов, пройдите пешком, очистите, пока сейчас дожди не начались, ливни начнутся, и все туда пойдет. Хотя бы то, что можно, соберите эту грязь всю вдоль берегов, вдоль водоемов, прудов, озер. Сегодня я хочу то, что можно, на поверхности лежит. Мы же люди, живущие здесь. Я это общение, я говорю, чтобы вы видели, что главы, каждый человек, каждый житель республики, чтобы он развернулся и сказал, не буду я бросать, не буду я сюда. Вот в чем вопрос сегодня. А если уж начнем строить, поверьте, контроль будет. По данным руководителя Росприроднадзора по Ингушетии Харана Бекбузарова, среди основных экологических проблем республики остаются загрязнение водных объектов неочищенными канализационными стоками, размещение коммунальных и строительных отходов в прибрежно-защитных и водоохранных зонах, а также выделение земельных участков в водоохранных зонах водных объектов республики. Еще одной проблемной задачей была названа нехватка полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов. У них во двор зайди, у них все чисто. У вас же есть полномочия глав штрафовать? Они не регионально подчиняются. А вы напишите прокурору. Направляйте, прокурор их наказывает. Пусть, там же непрерывность, нельзя каждый день. Через день берите, хлопайте их и прокурору, а он пусть их штрафует. А после этого раз, два, три, и будем ставить вопрос о недоверии и доверии. И все. Правильно. Потому что, я же вам говорю, каждый плюет, смотрит там, здесь кучка, там кучка. Я просто-напросто посмотрите, что творится. С главной улицы уйди, и присесть негде.
Также в своем докладе Харанбек Бузаров отметил, что материалы по автозаправочным станциям, размещенным в сельском поселении Кажево, в водоохранной зоне переданы в прокуратуру Назрановского района для принятия мер. По его словам, появление 2 АЗС на указанной территории является нарушением Водного кодекса России. В свою очередь, глава региона отдельно акцентировал внимание на необходимость поддержания санитарного состояния участка федеральной автодороги «Кавказ», где на текущий момент идут строительные работы. На основе прозвучавших на заседании предложений были сформированы протокольные поручения, исполнение которых призвано улучшить экологическую ситуацию на реках и водоемах региона. Они находятся незаконно в водоохранной зоне. Почему они существуют? Возьмите постановление, отмените, которые разрешили это строительство, и идите на них в суд. А вы хотите отсидеться, чтобы федералы ходили и штрафовали? А вы-то что делаете? Ну, на землю есть собственность. Ну и пусть там картошку выращивают и помидоры. Заправки вам говорят, не должно там быть в водоохранной зоне. Вот главы районов, городов, в водоохранной зоне спрос будет из Бекбузарова. Вы занимаетесь этим. Занимаетесь, не давайте. В суды идите. Вот там уважаемый какой-то взял, значит, около речки там поставил. А мы стесняемся, видите ли. Невзирая на лица. Если на закон нарушил, будь добр. Пусть увозят, найдут другую землю и пусть ставят там. По всей республике мы досконально разберемся с этими заправками. Потому что как грибы растут. Будьте хозяевами на своей территории. Главы муниципальных районов, сельских поселений. Решение обсуждаемой проблемы, по мнению главы Ингушетии, требует системного подхода и координации действий всех правоохранительных, контролирующих органов, природоохранных ведомств и муниципалитетов. Хава Газикова, Хусен Гагиев. Новости 24.